Давняя дружба связывает Ольгу с Игорем Леонидовичем Шпектором. В этого человека невозможно не влюбиться. Сразу попадаешь в плен его обаяния, юмора, мужественности, говорит Ольга. Дружат они еще с тех пор, когда он был мэром Воркуты, а она, молоденькая певица, приезжала туда на гастроли. Но уже тогда, в начале творческого пути, воркутинцы по достоинству оценили талант будущей звезды и не ошиблись. Для поздравления слова на сцену приглашается член Общественной палаты Российской Федерации, президент Союза городов Заполярья и Крайнего Севера России Игорь Леонидович Шпектор. Пожалуйста. Это один букет, где бедные друзья твои, воркутинцы. Я взял на проходной. Вообще, я вам скажу, сегодня первый раз в жизни был такой инцидент. Мы заходим с Николаем Ильичем Схадая, к директору идем, и Ольга стоит на проходе и говорит: вы меня не видели, и отворачивается. Она была без грима, да, она была не накрашена. Я хочу тебе сказать, что ты не накрашенная, потрясающая. Понимаешь? Вы знаете, владыка ушел, мы с владыкой и с отцом Филиппом пришли в Новодевичий монастырь. И там игуменя София, очень красивая женщина, нас встречала, мы были у нее в ее апартаментах, потрясающе красивая. И мы выходим, я говорю: ну как тебе, Петерим? Ну очень умная. А сегодня Петерим, святой Петерим, объяснился тебе в любви. Первый раз вижу, что Петерим объяснялся женщине в любви. Тогда он не сказал, что она красивая, а ты красивая. И сегодня он это сказал вслух. Поэтому, Оленька, ты действительно потрясающая. Вот я говорю: Оленька, здесь сидит Валерий Федорович, руководитель представительства Северо-Запада. Я пришел к нему и говорю: слушай, мне нужно, чтобы адрес напечатали. Он говорит: какой разговор? И я даю текст, и девочка, специалист, открывает текст, и ее, она говорит: так, подожди, тут написано Олечки. Как это? Народные артистки писать Олечки? Я говорю: да, пиши Олечки. А в конце написано подпись: нормальный пацан Игорь Шпектор. Поэтому нас, конечно, объединяет дружба значительно раньше, нежели я был мэром. Это немножко неправильно. Мы знакомы значительно раньше, и я счастлив, что я знаком с Олей. Это действительно потрясающий человек. Она блистательна на сцене, мы ее видим в шикарных нарядах, в туалетах. Но какая она вне этих туалетов? Я хочу сказать, это свой человек. Это женщина, которая потрясающе рассказывает анекдоты, куча юмора. Приличные и неприличные рассказывает анекдоты. И это, поверьте, очень здорово. А если говорить о ее таланте, то, конечно, в этом зале сидят люди, которые любят тебя, любят твой голос. Но квалификации нашей не хватает, чтобы понять, действительно, ты великая или не великая. Вот я хочу сказать, нет, я серьезно говорю, что я, какой-то теплоэнергетик могу говорить, да, для меня она великая. Вот. Но, вы знаете, у меня очень много друзей в кругу актеров. И вот недавно есть такой очень известный в мире певец, Оля знает, это сегодня признанный лучший Отелло мира, лучший Герман мира, Владимир Галузин. Ну и Валерия Гергиева, тоже вы слышали фамилию. И вот мы сидим, и я говорю: слушай, Володя, и его жена Наталья Тимченко, они вообще в России редко бывают, они поют Гранд-Опера, они поют Ла Скала. Я говорю:
Ольга Сосновская. Он говорит, ну дай мне. Я ему дал ее диск, и потом он слушал ее. Я позвонил Оле, говорю, Оля, вот я сижу с Галузиным, какой твой сайт? Она назвала, и он мне сказал, Игорь, она действительно великая. И то, что это сказал человек, который тоже великий, в мире великий, то вот это признание, я считаю, что ты, Оля, у нас страна ненормальная, поэтому у нас, я объясню, почему вы не аплодируете, вас будут усечь, потом будут неприятности. Я говорю это потому, что у нас звание очередное должно быть через какой-то период, не по заслугам, нет, вот столько-то лет должно пройти. И, конечно, Оля должна была бы быть сегодня народной артисткой России. Но у нее срока еще нет между тем званием и этим званием. И наш выход, и министра культуры Артура Рудольфа, и мое обращение к министру, говорят, нет, вы понимаете, будет у Сосновская народная Россия, а тогда другие скажут, Олечка, я уверен, что следующий твой не юбилей, а выход на сцену через несколько лет, можно будет сказать, перед нами выступает народная артистка России Ольга Сосновская. Я тебе желаю всего самого доброго, счастья, любви, будь такой же очаровательной. Я безумно завидую Юрковскому, что ему досталось такое чудо. Оля выходила на сцену в разных залах, даже когда меня не было, и говорила, я посвящаю это Игорю Шпектору. И пела «Я обожаю». Сейчас она мне поцеловала руку и сказала, я тебя обожаю. Ты понимаешь, что обо мне подумают? Что я пошел пацан и жлоб еще. Я забыл подарок тебе вручить. Дайте мне подарок. Оленька, впереди уже, ты и так можешь. Оленька, когда тебе подарок, ты не думаешь, что я такой уже это самое. Он очень тяжелый, поэтому... Ну, это мужики, есть? Я хочу сказать, в этой коробке почти ее образ, но она все равно лучше. Володя, министр образования, я тебя прошу, тебе еще нужно прожить сколько мне, чтобы так вот обожаю, там, чтобы тебе пели. Потерпи, все впереди.